вы каждый день, да, ходите с протезом? Да, каждый день без протеза не могу ходить. Я уже привык к жизни. Наш герой потерял ногу в ходе боев во время специальной военной операции 6 июля 2023 года. Молодой человек не растерялся и понял, что надо жить дальше, поэтому обратился в социально-реабилитационный центр, где ему изготовили 2 модели протезов на все случаи жизни. Теперь он может не только водить машину, но и заниматься адаптивными видами спорта. Там группа у нас была. Ну, там написали, что вот такие пацаны есть, что там протез делают. Я сразу Денису Юрьевичу вышел, он сразу поговорил со мной и сразу давай встретимся. Так. Сразу через 5 минут они уже ко мне были, приехали. Посмотрели, что там, как, и все сделали нормально. Сейчас уже одел. Потеря конечности всегда является большой психологической травмой не только для обычного человека, но и для участников специальной военной операции. Сильные духом и не сломленные внутри бойцы продолжают жить дальше, даже несмотря на такое испытание. Справиться с потерей конечности помогают не только фонд «Защитники Отечества», но и местные компании, среди которых и комплексный медицинский социально-реабилитационный центр опорно-двигательного аппарата. Совместными усилиями государства с организациями и предприятиями ветераны специальной военной операции могут получить индивидуальные протезы за счет государства. Не остается в стороне и Якутия. По поручению Айсена Николаева республика установила свои меры поддержки, в числе которых выплата единовременной материальной помощи и социальная реабилитация ветеранов спецоперации. Специалисты комплексного медицинского социально-реабилитационного центра начали изготавливать протезы для ветеранов спецоперации в октябре 2023 года. Уже сейчас можно оценить результаты их работы. Мы начали рассылать по социальным группам, да, вот пока такие вот вещи, то что вот открылась такая компания, умеем это, на основании вот этих, работаем по таким-то условиям. И вот первые наши пациенты, это, грубо говоря, пришли по народному радио, скажем так, позвонили, вот, и как вот нам говорил один вот боец, он, достаточно быстро мы с ним разобрались, сработали. Будет 3, да? В первую очередь снимается гипсовый слепок, после чего начинается процесс создания первичной гильзы, на основании которой в последующем делается уже постоянная гильза с использованием двухкомпонентного материала. Для удобства специалистами центра изготавливается вкладыш из эластичного материала, который препятствует натиранию культей. Заключительным этапом является прохождение школы ходьбы, которая действует при комплексном медицинском социально-реабилитационном центре опорно-двигательного аппарата. Есть замок, это культа, и раз, и она держится. Хоп. И за счет этого отличный протез голени, в общем, может даже пинать. Мы не просто изготавливаем, но и учим ходить, сопровождаем все документы, документации, все вот этим всем занимаемся. Это стало возможным за счет качественного изделия, изготовленного за довольно короткий срок. Очень быстро сделали. Уже там документы сделали, сразу он сперва позвали, приехал. И сразу там посмотреть, там мерку сделали. И сразу через неделю уже ногу я одел. Уже через 3 недели наш герой смог заняться любительским бегом. На первую тренировку он вышел с лечащим врачом-протезистом, который тщательно следил за состоянием здоровья новоиспеченного бегуна-любителя. После занятия мы пообщались с ветераном. Именно намеренно, да, в первый раз, а так бывают ситуации, там, на автобус не успеваешь или дорогу перебежать, или еще что-то, приходится бежать. Бегать я могу. Нормально пробежал, сколько, метров 400. Возможно, буду по утрам на пробежке ходить. После пробежки ветерана осмотрел врач-протезист-ортезист. Вердикт не заставил себя долго ждать, повреждений нет. Как заключил Денис Малышев, его подопечный отлично справился с тренировкой, и они будут продолжать работать дальше.
Неплохо бегает, я вам так сразу скажу. Я даже думал, что я буду, как говорится, поддаваться, а вообще классно бегает. Мы берем его на свою курацию, наблюдаем все вот это вот. Все. Дальнейшее развитие только. Ни один из протезов не может заменить потерянную конечность, но центры, изготавливающие их, могут облегчить жизнь и сделать ее комфортнее. Нашим бойцам-якутянам помогают фонды медицинского страхования и защитники Отечества. Большая благодарность территориальному фонду обязательного медицинского страхования, поскольку они нам выдали квоту на амбулаторно-поликлиническую помощь травматолога-ортопеда. То есть я бесплатно осматриваю пациентов, которые нуждаются в протезировании, ортезировании. А потом далее уже по линии фонда или по линии социального фонда уже мы изготавливаем протезы рук или ног. Государственный фонд «Защитники Отечества» проводит работу по обеспечению инвалидов специальной военной операции техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень. По этой программе спортивные протезы могут получить демобилизованные участники спецоперации, получившие инвалидные вследствие военной травмы с ампутацией верхних или нижних конечностей, получившие удостоверение ветерана боевых действий и желающие заняться спортом и ведущие активный образ жизни. Игорь Марсунов до начала специальной военной операции работал детским футбольным тренером в поселке Махсагалох Хангаласского района. В 22 году ушел добровольцем, но 13 декабря того же года получил минно-взрывное ранение в городе Солидар, которое перевернуло его жизнь. Долго был в госпитале сначала, Солидаром меня эвакуировали на Стаханово. Стаханово был прооперирован, потом в Ростове 2,5 суток, и с Ростова уже в Бурденко, где проходил лечение и в конечном итоге получил протез. Я получил через Миноборону, там, находясь в Бурденко, нас вывозили и там же протезировали в Москве. Стрельба из лука для меня это вообще новое. Как спортивному человеку, ветерану, ему интересно познавать азы новых видов. Он отметил, что в стрельбе из лука мастер-класс, по которому провела бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне Степанида Артахинова, задействованы различные группы мышц и существует своя специфика. Ветеран рассказал, как он пришел к этому виду спорта. Интересно-то оно в любом виде, наверное, спорта интересно. Как я вышел, Екатерина Ивановна со соцзащиты нас собрала, участников СВО, и свозила на встречу с призерами Европы. И была встреча, там нам показали все, рассказали, инструктор был хороший, рассказали, дали попробовать пострелять, пробуем, тренируемся. За счет протезирования конечностей у ветеранов СВО появляется возможность вернуться в спорт или же начать им заниматься. Так, фонд «Защитники Отечества» совместно с бронзовым призером Паралимпиады Степанидой Артахиновой провели встречу, где обсуждали возможности занятия адаптивным спортом, а именно стрельбой из лука. Спорт, я думаю, реабилитация очень хорошая. Бойцов специальной военной операции и не имели представления, что в паралимпийском движении в стрельбе могут стрелять зубами, без рук вообще стреляют, специально одевают приспособления. Рассказали именно что все возможно, если есть желание. Еще один наш герой получил спортивный протез в конце марта этого года. До этого у ветерана спецоперации Алексея Антипина был протез «Гениум», который являлся тяжеловатым для занятия спорта. Сейчас же все изменилось. При использовании он намного легкий, удобный, комфортный, в принципе. Зарядки хватает на 3 дня при активной ходьбе. В принципе, очень доволен, очень послушный и вообще мобильный. На улице я хожу с 2 костылями, потому что неровности, всякие бугры. А так по прямой поверхности, по ровной, могу и без костылей. За счет нового протеза ветеран специальной военной операции может заниматься адаптивными видами спорта. Наш герой, посетивший встречу, организатором которой выступил Государственный фонд «Защитники Отечества», сделал выбор в пользу стрельбы из лука и уже начал тренироваться. Вид спорта интересный довольно, потому что работает очень много мышц задействованы, очень полезно для здоровья. Будем тренироваться, возможно, покажем результаты.
Так, новоиспеченный спортсмен из Республики Бурятия завоевал бронзу на чемпионате мира среди военных. Артахинова надеется, что ветераны из Якутии добьются успехов в новом для них виде спорта. Сейчас проводятся различные кубки, и также у нас в стрельбу из лука тоже приходят бойцы, и у нас примерно, наверное, уже около 5-7 спортсменов, которые начали профессионально заниматься, которые уже ставят такие цели, как выступить на Паралимпийских играх. И у нас в регионе есть тренеры, которые именно занимаются по адаптивному спорту. Вот к ним можно обращаться. Государственный фонд «Защитники Отечества» будет работать по новым направлениям. Слуховые аппараты, кресла-коляски и современные протезы. Получение этих технических средств реабилитации станет возможным за счет финансирования по линии Социального фонда России. Так, доплата будет возможна по электронному сертификату. На сегодня филиал оказывает содействие 23 подопечным с инвалидностью в получении дополнительных технических средств реабилитации и спортивных протезов. 11 заявок направлены на центральный аппарат, остальные находятся на стадии прохождения медико-технической комиссии в Центре инновационных технологий в ортопедии. При этом проезд, проживание и протезирование осуществляется бесплатно за счет федеральных средств. Если у нашего первого героя уже видны изменения, то у ветерана специальной военной операции Павла все еще впереди. Он потерял часть правой ноги 27 марта 2023 года, и ему предстояла большая дорога по пути к протезированию. Находясь в зоне проведения спецоперации, его отправили в ближайший фельдшерский пункт, после чего уже в госпиталь в Ростове-на-Дону. Поставили промедол, соответственно, повязку. Машина была под рукой, ближайшую санчасть. Ну, а там я спать, проснулся уже с перевязкой, без ноги. Сейчас Павел ждет лета, чтобы искупаться в реке Лени с новым протезом, пока ветеран спецоперации ходит уверенной походкой и занимается шахматами. После решения всех юридических проблем он надеется заняться паралимпийскими видами спорта. У меня сейчас другая головная боль насчет документации. Ну, я говорил, повторяться не буду. Вот. А потом, когда все более-менее в свое русло встанет, вот тогда уже будем дальше думать, решать. Благодаря подписанию соглашения между филиалом Фонда «Защитники Отечества», Центром адаптивной физкультуры и спорта Якутии, а также Министерством физической культуры, ветераны спецоперации с поражением опорно-двигательного аппарата уже в августе прошлого года смогли принять участие в межрегиональных соревнованиях в Кемеровской области. В ближайшем будущем команда из Якутии поборется за Кубок Фонда «Защитники Отечества». В первой половине июня 2024 года в Хабаровске пройдет межрегиональное комплексное физкультурное мероприятие среди ветеранов СВО «Кубок защитников Отечества» Дальневосточного федерального округа, в рамках которого состоятся соревнования для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по дисциплинам спорта волейбол сидя, полевая стрельба, стрельба из лука, пауэрлифтинг, настольный теннис, армрестлинг. И вроде бы казалось, 4 разные истории, но все они схожи. Все наши герои прошли сложный жизненный путь, среди них и ампутация конечностей, но это их не сломило. Приняв это, они решили, что надо жить дальше и строить планы на будущее. Некоторые ветераны после встречи с двукратным бронзовым призером Паралимпийских игр решили, что займутся спортом и даже ставят цели на участие в Паралимпиаде. Поддержка государства и помощь в последующей адаптации является одной из важнейших задач не только республики, но и России.